Что, процесс идет, все зациклено, кидает одно другое, одно другое. Сейчас мне предложили поехать к мастеру. Нургулстан Уваров делает варганы. Да? Едем, да? Ага, едем. Ага. Мастер делает варганы. И сейчас он изготавливает ножницы для разрезания ленты, да? Ага. Я так понимаю, здесь будет открытие. Ну, посмотрим, что. Вот сейчас едем к нему в гости. Так, ну это что, мастерская? Что это такое? Сейчас узнаем, да? Пока еще малыш. Привет, привет. Это... Испугался моей шерсти. О, что тут собачка? Здравствуйте. Ух ты, щенки тут сколько. Малыш, привет. Ой, ты хороший какой. Ну-ка, оп. Тяжелая же она, да? Ух ты, ничего себе. Вот это вот крица, которую мы ждем, да, из печи? Ой, ничего себе, тяжелая какая. А с виду так, как будто бы небольшой камушек. А это здесь ножницы, да, изготовляют сейчас, да? А, уже сделали, да? Провидцы. Крица, да? А, вот она вот так вот, да? Ага. А вот из него нож, да? Ух ты, ну-ка. Узоры видно будет? Узорчики, ну да, должно быть видно. Это вот такие узоры же остаются, да? Мне очень нравится, что она вот такая вот. Это булат? А это булат из литров. Ага. Из тигеля. А как булат-то делается? В чем особенность? Именно булатный. Сложно в двух словах сказать, да? Секрет. А, это секрет, да? Думаю, что все молчат, никто не рассказывает, да? Ну ладно, раз нельзя, так нельзя. Это булат, да? Не булат. Это просто- Кришное железо. Это кричное железо. А. Кричное железо. Это наконечники стрел, да? Так, ничего себе такие. Кричное железо. Вот это И кислое. бронебойное. Ага, да. Да? Да. Это кольчуги там пробивали. Здесь этот есть, как его, из костяной. Малтана называется. Она упирается в броню, и падает, а это... Остается. Дальше, да? дальше Как идет. кумулятивный снаряд. Кумулятивный А, то есть она снаряд. как пуля дальше, да, Да. пролетает? Принцип кумулятивного снаряда. Да, да. Отсюда взяли же. Это в старину наши делали. Малтан называется. Малтан. Стрел. И отсюда Стрела. взяли именно пули делать, да? Ну, есть такая версия. Такой же принцип просто. Принцип. А. Чего себе. Они мертвые. Так вот она на разрыв идет. Это специальные якутские ножницы какие-то, да? Ух ты. Ножницы. Вот сам рисунок. Да? Дендрит. Дендрит? Мгм. Это что такое? Ну, это Структура. Это кристаллы. кристаллы. Ну, они, короче, не поддаются вот травке, ну, травлению. Ну, самый твердый. С рисунком, да, с таким? Сейчас вот шлифуют, он Ага. еще более выразительный будет А. видно. Это она клепается так, да, ножницы, да? Это заклепка? Сейчас если мы должны сами, там ленту вырезать будет. Да? Ножницы из блока. Ух ты! Смотри, как они просто так делается, да? Вот это ножницы из Наконец-то. булата, да, ничего себе, да. Взять. 3 дня ушло на эти ножницы непрерывной работы. Ну, Все, готово, да? Режешь нормально? вот она. А, это вот старинный, да? Это она найдена вообще на раскопках где-то, да? Да. Ничего себе. 1 в 1 почти. А подержать можно аккуратненько? Протестируем. А женский род оберегает, да? Да. А, Как бы Вот это они то есть ножницы Это- имеют сакральное это значение, да? сакральное Они... значение. в музее вот такой есть. Теперь же Поют, да? Настоящего мастера все должно петь. Металл поет, это значит, что все сделано качественно, равномерно. Никаких сколов там, ничего нету.
Гирозвукап. Пневмомо, ну это пневмо, да, наверное, да, он или... Вот сама кузница. Такой вот аппарат здесь стоит. А так вот, дальше здесь. Вот она, наковальня. А это печь, да, вот там вот, да? А как, вот здесь вот угли, вот, да? Газом. А, газом, Вот. да? А, то есть это газ сверху туда. И этого достаточно, чтобы расплавить железо, да, этого? Да? Да. А, то есть газом прям плавится, да, вот куски? Не плавится, а Накаляются, да? накаляются. Это просто А, ну для накала, да? именно? А, это для накала. для ковки. А это вот эта печь, это плавильная печь? А, это здесь булат, да? Это? Без вытяжки, без вытяжки. А, На кухне. а там только газ и все? Газ. Никаких углей, ничего не это самое, да? Насчет давления. Что-то я не понял. То есть туда кидают руду, правда, так же, да, вот внутрь в эту печку? Не, уже крица вышла, да? А, Размельчают. саму крицу уже, да, сюда? Ага. И в И тигель. тигель. Тигель это... А, это емкость такая, тигель, да, сосуд, да? И она там расплавляется, да? Графитовый. И потом ее что вытаскивают, она принимает какой-то, ну, кубик такой становится, да, получается? Вот, видел, То, что, Форма то, сосуда. то, что вот сейчас вот вынесли, да, вот такой, да? Вот у него есть, наверное. Тумбарда. В общем, ждем, пока нужно будет сливать шлак. Чтобы его увидеть, заглядывают вот в эту дырку туда. И там прям видно, да, должно быть? Да? Надо научиться видеть. А, Там сплошная вот такая светло-зеленая. я сам не увижу, да, своим неопытным взглядом? Там опыт. Ладно, посмотрим. А, капли, да? Вот этот, вот сейчас вот горит же, да? Ага. Вот вечером, когда темно, вот этот огонь, ну, примерно вот такой он. А, И да, вот там так вот, да? всякие разные там. Тени красивые, да, получается? А мы до вечера будем топить, нет? Не увидим мы это зрелище. К сожалению. А это зарубки ничего обозначает? Это что, количество... Это уже вот сколько засыпали? Сколько уже? По 1,5 килограмма, Вот да? 11:45 мы уже начали закладывать. И по 15 минут. Каждые 15 минут, да? Последовательно. Мне позволили, дали почетное право засыпать очередной слой пирога руды. Раз, два, 12. Засыпаем. Все? Теперь это Я все правильно сделал? Так, теперь углем, да, засыпаем? чуть-чуть, чтобы это полное было. Так, да? Нормально? Все. Я принял участие в этом ритуале, в этом уникальном процессе. Вот. Шлака в итоге так и не дождались. Сливать нечего. Да? А, может быть и сольем, да? Помашите ручки, передай всем привет. Вот собрались все тут. Скоро ждем, когда будут вытаскивать руду. Все, пошел процесс. Еле подобрался поближе. Так. Так, это все. Это течет шлак, да? Как лава. Вулканическая лава. Давай.
Не так это все просто. Оказывается. Вот он. Наконец-то дождались. Сколько там получился вес? 6. 6 килограмм, да? 6 килограмм. Вот это 3,5. А, 3,5. Полтора это килограмм. А, килограмм, полтора и 3,5. Вот это сколько? 5? 6. Держи. Он не теплый? А, ух ты. Это Вот он. называется крица. Вот если видно, маленькая капелька руды. И вот такими маленькими капельками они в итоге собираются вот большой кусок. Вот такой вот мне сувенирчик достался на память. Ну что, друзья, сегодня мы с вами стали свидетелями таинства выплавки руды. Вот ее результат. Это очень редкое зрелище, которое доведется увидеть не каждому. А мне вот сегодня посчастливилось посетить это мероприятие. Спасибо Александру Дмитриевичу, что пригласил меня, позвал с собой. Ну что, заглянем внутрь печки. Это сколько ему времени, получается, ночь? 2-3 века. 2-3 века, да? Не знаю. Это вот вы, Афанасий Да, Васильевич да. Дьячковский. Да, вот житель нам, это я нашел, отвез, они мне тут полностью, видишь, вот. Это вот они отрезали. А, кусочек, да, чтобы Да, состав сделать? состав сделали. И есть описание, есть как сделан. Раритет такой, да? А Круто. так, никто не интересовался, потом сейчас, видишь, уже пошло то, что сами плавать начали, уже подрождает же, как интерес появился. А это недавно все возрождается, что ли, да? Ну да, не так давно. Не так давно. Вообще забылось. Вообще, и потом вот недавно, ну, лет 10-15. А, вот так вот только, да? Да, недавно. Вообще не было такого же. Да, еще один момент. Уголь используют древесный, потому что каменный уголь имеет много примесей, которые попадают в металл ненужных. Хотя у каменного угля жар больше. Но вот не принято. Только древесный. Добывают древесный уголь примерно такой же методикой. В печах жгут только без доступа кислорода. Также все замазывают, закрывают, оставляют небольшую дырочку, и оно там все прогорает. И тут Александр Дмитриевич выставил свои работы здесь. Мини-выставка. Это вот скифский меч, да? Правильно я понял? Да. Ножницы тоже, да, вот. И вот он. Куски нож. Бүгүнге апта бүтән маң күнгө энчен уруккани тилденүскебитик кататта инненен сирейде кайы жоннора көсүттен кеминдеге күнө болор келембит Уйдукку уйдуккун кеттилдерги кенетин уйдерги уйдаттын. Александр Дмитриевич Данилов, наш мастер. Мақтауырқын, Докторқын Көңілден, Василий Иванович Герасимовқа. Намдық
Автоурком Тарбуком Гулян, Прокопич Савич Ильинга. Якуста Николаевич Воровка, Тарбуком Гулян. Автоурук Тарулар, Руслан Афанасьевич Захаровка. Выставка Юрий Иннокентьевич Слепцов, Александр Иванович Копырин, Николай Ильич Потапов, Dabbayar Улус. Поздравляю всех с наградами. Это, оказывается, мне дали алкогольный напиток. Попил, но я не знал. Вкусный очень. Это кумыс, броженый кумыс, я так понял, ферментированный. Ну, чуть-чуть можно. Вот накрывает стол тут. Вкусняшки. Наконец-то попробовать по-человечески нарезанную строганину, а не как я это делаю дома. Ничего, что я вот этот кусочек взял сверху? Это нормально? Нормально. Я просто слышал, что сначала нужно брать маленькие кусочки, а потом только такие жирненькие, что это не принято. Но так как тут много людей, я взял сразу такой вот жирненький. Вынужден был. Мы так и не познакомились, кстати, общаемся весь день. Как зовут? Саня. Саня, да? Игорь. Эркин, Игорь, можно? Очень приятно. Саня, спасибо, очень много сегодня мне рассказал, да. Нургустан Уваров, наш мастер-кузнец, вот хочу напоследок со всеми познакомить. Еще увидимся, да? Тогда созвонимся. Еще это вы специализируетесь на варганах именно, да? У вас именно умеете все, но варган это ваша особая любовь, да, к варгану? Основная день. Ну, вот было бы здорово посмотреть. Благодаря варгану я продвинулся. Руслан Захаров, приятно было познакомиться. Вы мастер гончарных дел, да? Вот моя Всех. работа, вот, смотрите. Кстати, вы же свою работу мне не показали. Это реконструкция, копия. Это вы берете маленький кусочек и из них реконструкцию делаете, да? Вот и вот рассказывали. Это для угля, да? Для угля. Здесь уголь кладут и сюда вот сюда вот молоко нальют, Ага. поставить. Через 2 минуты, 3 минуты она закипит. Это Как мангал. как подогревает, да, это, да? Мультивар подогревает, Ага. и закипит. Ага. Вот это древнее наше. Это древнее, да, вот это вы сделали? Здорово. Ну, очень приятно было познакомиться еще раз. Да, всего хорошего, до свидания. Еще же Василий, да? У нас это вы специалист по переплавке руды, да? Правильно я понимаю? Нас много. Много, да. Но вы самый главный, как мне показалось. Все очень приятно, нет? Все молодцы, да? Все. Конечно. Они вообще как... Тут один не справится. Они кузнецы. А я просто так. Кстати, знаете, почему здесь такой вход? Это чтобы скотина, коровы, лошади не заходили на территорию, где находятся люди. В такие проходы они проходить не умеют, а люди умеют. Вот так вот и делали, чтобы скотина вся гуляла вокруг, а не здесь, внутри.
Так, ну что, пока светло, хочу подытожить. Все кушают. Может немножко походить, поболтать. В общем, очень крутое сегодня было мероприятие. Я прям очень рад, что Александр Дмитриевич, мастер, с которым я договорился сделать мне якутский нож, пригласил меня на это мероприятие. Очень редко кому, как мне говорят, удается вообще это увидеть. Здесь в основном все были мастера, кузнецы, кто непосредственно связан с этой деятельностью. Вот сегодня мы с вами были свидетелями, скажем так, нулевого цикла появления на свет любого изделия металлического, выплавки, правильно ли, выплавки кричного железа из руды. Вот так вот, наверное, это можно все подытожить. Соответственно, это посчастливилось увидеть мне и, значит, вам. Так что мы теперь с вами знаем, как этот процесс происходит и как он происходил долгие века, я так понимаю. Это очень древняя методика, исконная, ну, не знаю, якутская. Говорят, что такие печи есть, ну, по всему миру, и в Африке, там многие народы использовали подобную технологию. Первый этап появления на свет моего якутского ножа закончен. Ну, понятно, что это будет не из этого металла, но, тем не менее, процесс вам понятен. Следующая наша встреча уже будет в мастерской, в кузне мастера Александра Дмитриевича Данилова. Мастер, он, я так понимаю, очень высокого уровня. Сейчас он на мероприятии сидит во главе стола, а это говорит о многом, в середине стола. Кому интересно, продолжайте смотреть. Мне очень интересно. Я надеюсь, вам тоже. Все, всем пока. Вот Александр Дмитриевич. Все закончили, да? Совещание. Ну, сейчас поедем там, сейчас сниму еще напоследок.